Напоминаю, что до Нового года осталось всего 22 дня. Занимаясь приятными подготовительными хлопотами, многие ломают голову над тем, как сделать праздник незабываемым. В результате приобретают различные петарды, салюты и прочие огненные Бомбочки. забавы. Да-да. Ну а что необходимо учитывать при этом, дабы избежать неприятных прецедентов, да, и, как говорится, хорошо отметить свой праздник, нам поделятся профессионалы, да, это наши гости в студии. Такой сказать под наши аплодисменты. Заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Александр Сергеевич Лопухов. Доброе утро. И пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Елена Зинатуллина. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, давайте в первую очередь, вот все-таки, если кто-то из наших телезрителей захотел приобрести, сделать праздник себе, своим соседям, на что необходимо в первую очередь обратить внимание при покупке пиротехники? Ну, в первую очередь, конечно, не приобретать ее у лоточников, так скажем, сезонников, да, которые... Это ларьки, то есть да, непонятные. Есть сертифицированные магазины, лучше приобретать там. Ну и в первую очередь нужно, конечно, обратить внимание, что товар должен быть сертифицированный, должна быть инструкция на русском языке, должна быть указана дата изготовления, информация об изготовителе, либо оптовом поставщике. И, конечно же, при первом же запросе покупателя продавец должен показать сертификат качества, гигиеническое заключение о безопасности данного изделия и свою лицензию на право продажи пиротехнических изделий. Я так и представляю, вот ты пришел, да, за салютом, там, 26 залпов. Новогодняя пушка. Да, какая-нибудь радостная радость в небе. И вы так, ага, сертификат. Александр Сергеевич, а вот проводят ли вот такие, ну, у нас службы какие-то есть такие, кто проверяет вот добросовестных продавцов? Вот, допустим, вы так шли, так какой-то торговый центр, опа, а там продают. Сертификат. Подошли, да, есть сертификат. Ну, вообще, в преддверии праздников, в преддверии есть, новогодних и рождественских праздников, сотрудники Государственного пожарного надзора осуществляют рейды в местах продажи данных изделий, хранения и продажи. Поэтому эта работа, она на самотек не пущена, она каждый год ведется. Поэтому, слава богу, у нас как бы случаев нештатных ситуаций, вот чрезвычайных происшествий, именно связанных с петардой, не так много. А что происходит, вот если вы находите ларек, где нет сертифицированных, скажем так? Ну, данных людей штрафуют. Штрафуют, то есть, да, что, так скажем, отбивает желание заниматься этим. Да. Слушайте, мы разговаривали в кулуарах, да, вот не зря мы затронули как раз-таки тему героев нашего времени, да, потому что я всегда думал, что в новогодние праздники большинство людей отдыхают, а оказывается наоборот. Отдыхаем мы, обычные люди, а вот такие люди, как МЧС, пожарные, врачи, они работают в усиленном режиме. Что означает, то есть, увеличение штата в эти дни. Что означает, что они меньше любят праздники. Да, Новый год, ага. Давайте продолжим. Да, продолжим нашу беседу. Вопрос такой, были ли какие-нибудь случаи и происшествия с пиротехникой в прошлом году, в прошлые новогодние праздники? Сколько вообще пожаров было в новогодние праздники? Какая статистика приводится? Чем мы можем наших телезрителей, так сказать, заставить задуматься? В новогодние рождественские праздники, как правило, количество пожаров возрастает ровно в 2 раза. Ой, Да, это огромная к сожалению, статистика. основными причинами этих пожаров является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, неправильная эксплуатация электрооборудования и печного отопления, а также оставление детей без присмотра. В этом году в новогодние праздники при пожарах, к сожалению, погибло 19 человек. Из наиболее крупных пожаров отмечу пожар, который произошел 4 января, при котором погибло сразу 4 человека по неосторожности при курении. Если брать примеры, которые касаются именно неправильной эксплуатации пиротехническими изделиями, то приведу пример, который произошел 1 января 2019 года во Владивостоке. Ребята решили запустить салют прямо из окна многоэтажного дома, в результате чего произошел крупный пожар. Также в этот день в Брянске у 12-летнего ребенка из-за неправильной эксплуатации пиротехникой в руках взорвалась петарда. И аналогичный случай произошел 8 января в нашей соседней республике, в Татарстане, когда дети играли с пиротехникой, и в руках у мальчика взорвалась петарда. В результате этих случаев, естественно, у детей остались сильные ожоги. Наша республика также не застрахована в таких случаях. Например, в позапрошлые новогодние праздники в Уфе ребенок катался с горки, и заряд от салюта попал прямо в него, и ребенок получил сильные ожоги. Ой, ужас какой. Это нужно быть очень аккуратными. Но вот, ладно, я могу понять, когда дети, да, играются с петардами, с бомбочками.
Но вот когда это происходит из-за вины взрослых, страдают дети, это, конечно, Поэтому в очередной раз очень давайте печально. напомним нашим телезрителям о правилах использования пиротехники. Как себя вести? В первую очередь, давайте заречем, вот прям сразу обговорим такие моменты, друзья, что никакой твой друг, который самый трезвый из всех нас, должен идти и взрывать салют. Это вот первое, да, скажем так, правило, пункт. А так что, Валера, давай-ка сегодня ты. Прошлый Новый год был я, в этом году ты. Какие еще правила? Ну, во-первых, нужно ознакомиться с инструкцией, да, которая прилагается к данному изделию. Нельзя запускать пиротехнику в помещении. Просто Как вот никак нельзя. товарищ из 9 этажа. Да, если, А конечно... зачем выходить, если окно есть большое? Да, для помещения купите бенгальские огни. Вот, помашите Которые ими. для помещений специально. Да, На них кстати, написано есть. «для помещений». Да, Холодный огонь, как-то там называется. абсолютно верно. И то не стоит его около елки, да, зажигать этот огонь. Нельзя хранить пиротехнические изделия около нагревательных приборов, соответственно, да, печи, батареи. Вообще просто подальше от тепла их нужно держать. Нельзя их разбирать, нельзя их бросать в огонь, нельзя давать детям в руки, потому что дети, как вы сами сейчас слышали, могут получить Пораниться. значительные А травмы. до скольки лет лучше вообще не давать детям? Вообще не давать. Вот не давайте и все. 15, Тут нет, 16, понимаете, 18. возраста, если только на коробке не написано там какое-нибудь ограничение. Вообще детям не продают пиротехнику, запрещено продавать. Поэтому лучше, До конечно, 18, держать их, значит, да? ну, значит, их лучше просто держать, обезопасить их. Просто не надо, это... Ну, я так понимаю, что не вся пиротехника. То есть, грубо говоря, ребенок же может купить какой-то холодный фонтан, Хлопушку, какие-то ради бога, хлопушечку, да. да, какую-то такую безобидную. Я имею в виду пиротехнику, которую запускают на улице. Тем более, даже при запуске такой пиротехники нужно соблюдать правила безопасности, то есть не ближе 20 метров от здания, не запускать под линиями электропередач, например, под деревьями, то есть в районе расположения легко воспламеняющихся веществ и материалов. То есть не надо подходить к заправочной станции, да, и запускать там пиротехнику. Тоже, не рекомендуется. А Поэтому- были прецеденты, просто мне интересно. Ну, Пойду поздравлю любимого АЗС с праздником. Да. И закурил, еще смотрит и курит. Ведь бывали даже случаи, когда пиротехнику неправильно устанавливали, да, и она наклонялась, и, соответственно, заряд улетал не вертикально вверх, а куда-нибудь в сторону, и куда он полетит, одному Богу Непонятно. известно. Но это, мне да. кажется, вот как раз-таки из той же истории, как бедный ребенок пострадал, катаясь на горке, на елке. Да. Вот, кстати, в рамках вот именно этих случаев я просто рекомендую людям, которые уходят в новогоднюю ночь на елке, да, там, в 12 часов, 2 часа ночи, закрывать форточки и окна, потому что и на лоджиях, потому что существует такая возможность, что заряд может залететь именно неправильно запущенный именно в квартиру. Поэтому Устроить пожар, да? это вполне реально, да. Вот как Елена уже сказала, да, что вот запускали с балкона и устроили пожар. Пострадали. Все сами. возможно. Главное, для того, чтобы не случилась неприятная, чрезвычайная ситуация, быть внимательным и ответственным человеком. Кстати, можно даже заранее обдумать меры профилактики. Это пожарные извещатели. Отличный подарок к Новому году для любого человека, которого вы цените. Действительно, Новый год – это праздник, в преддверии которого многие из нас выбирают подарки для своих родных и близких. Так почему же в качестве подарка не выбрать пожарный извещатель? Стоит он недорого, от 250 рублей, но он действительно может помочь спасти жизнь. Самое дорогое – это жизнь ваших родных и близких. Вот только задумайтесь, на сегодняшний день, за 3 года в республике спасено благодаря пожарным извещателям 326 человек. Это только по оперативным данным. И также напомним, что бесплатно пожарные извещатели могут получить малоимущие многодетные семьи, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, семьи, в которых родился ребенок с 1 января 2018 года. И в этом году мы увеличили категории, и бесплатно пожарные извещатели могут получить одиноко проживающие граждане в возрасте 55 лет и старше. Для более подробной информации о пожарных извещателях можно обратиться в наш центр службы профилактики пожаров по номеру телефона 218 16 30. Да, еще раз напомню номер телефона Центра 200. пожарной профилактики 218 16 30. Код города Уфы 347. Вы об Да, этом так знаете. что звоните, узнавайте, где вы можете забрать свой извещатель. И таким И образом, возможно сделать это бесплатно, Да. если вы попадаете в определенную категорию людей. Ну, которые где-то, только думаю, что купить-то Елена. тоже проблем не составит. Да, а стоит это в том всего. числе. Да, всего-то ничего. А жизнь-то
Жизнь бесценна. Друзья, мы благодарим наших гостей. И я напоминаю, что у нас в гостях были заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайной ситуации Александр Сергеевич Лопухов. Спасибо вам большое. И пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Ирина Зинатульевна. Спасибо, что мы провели такую профилактическую работу сегодня вместе с вами. Желаем отличного дня, так же, как и вам, друзья. И спокойных праздников. Замечательного дня. Программа продолжается.